Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. Сегодня я вам приготовил вот такой вот будет у нас интересный обзор. Я вам покажу тени для глаз, и мы с вами посмотрим сводчи на некоторые из них. Если вам интересно, оставайтесь со мной до конца. Всем приятного просмотра. Так, чтобы нам лампа не мешала, мы, наверное, вот так вот сделаем, да, и будет интереснее. И будет лучше, не будет отсвечивать. Итак, ну что, первые тени, которые мы с вами посмотрим, это будут вот эти вот тени. Тени карандаш для век суперстойкость. Сейчас они у нас в каталоге 1800 тенге стоят. Ну, в принципе, они как бы так и стоят. Вы знаете, у меня одна клиентка заказала как-то, и она была довольна перед Новым годом. И, ну, она была довольна, в общем. И ей очень они понравились, что я решил их заказать вам для обзора. Но я не стал все заказывать, так как здесь вот, например, вот этот очень он черный, прям очень черные оттеночки. Я заказал только 3 оттеночка, самые такие, мне кажется, будут ходовые. Давайте их и посмотрим. Обратите внимание, что здесь встроенная точилка. Вот, сейчас мы с вами это все и посмотрим. Так, немножечко каталог выпрямить. Ну ладно, мы сейчас, знаете, как сделаем? Посмотрим сейчас, какие оттеночки у меня. Так, это у нас Стеменберри. Это у нас будет последний оттеночек. Вот это у нас будет беж. Беж будет первым. И вот это у нас будет вторым. Вот. Потом я вам покажу, как они будут выглядеть в каталоге. Итак, первый оттеночек. Да что вы, господи, все катается. Первый оттеночек это вот Shadow Stick. Ага. Shadow Stick. Лёшка. Вот он, первый оттеночек Everyday Beige. Бежевый. Изысканно бежевый. Не туда посмотрел. Вот. Разглядите. Кто не заказывал ни разу такие карандашики, разглядывайте внимательно. Кстати, линеечка очень клевая. Вот, пожалуйста, есть точилочка встроенная. Ну и сами тени, они вот такие вот. Выкручиваются они. Вот на полную, на максимум выкрутил. Вы знаете, мне кажется, что этих теней должно хватить очень надолго. Очень надолго, поэтому я считаю, что эта цена для теней как бы очень приемлемая. Ну вот, я нанес первый оттеночек. Честно, девчонки, я ничего не понимаю. Но мне кажется, что вот следующий оттеночек, он будет интересный. Ну, кстати, да. Кстати, у меня уже был, по-моему, на заказе такой оттеночек. Но больше всего у меня спросом пользуется вот этот вот, шоколадный. Угу. Стайленбрух. Я перепутал. Это не шоколадный. Прошу прощения, это бронзовый. Шоколадный у меня забрали. Да, это бронзовый оттеночек. Так, а в каталоге я сейчас вам покажу потом эти оттеночки, как они будут выглядеть в каталоге. Бровь. Ну, давайте его тоже посмотрим. Тоже вот он выкручивается полностью весь. Ну, я бы так, знаете, сказал бы такой классический, наверное, оттеночек. Сейчас резкость наведем. Угу. Так, и последний оттеночек, который у меня здесь в наличии. Так, ребята, ну, они катаются, я боюсь, как бы они там не переломались все. Так, и последний оттеночек, это у нас будет...
Стентемент Берри. Ежевичный бум. Ежевичный бум. Давайте его посмотрим. Да что-то резкость не наводится. Угу. Вот я взял специально вот три разных оттеночка. Теперь давайте посмотрим, сравним их в каталоге. Смотрите, первый оттеночек, который у меня на руке, это вот изысканный бежевый. Это вот изысканно бежевый. Код я не буду диктовать, хотел код продиктовать. Второй оттеночек это бронзовый рай. Это бронзовый рай, это вот этот вот. И третий оттеночек это ежевичный бум. Ну, конечно, в каталоге вот еще вот этот еще как-то смотрится. А вот ежевичный бум я вообще его в каталоге не вижу. Абсолютно. Мне кажется, что вот они вот эти вот все три темных оттенка, они как будто сливаются. Я надеюсь, что мой обзор, пусть он такой вот, ну, девчонки, я не каждый день делаю такие обзоры, мне очень тяжело их делать. Было бы проще вам нанести себе на глаза и показать эти оттеночки. Поэтому прошу прощения, что вот как-то вот так вот может быть корявенько, но тем не менее... Я надеюсь, что такой обзор кому-то понравится. Вот такие вот тени мы с вами посмотрели. Переходим к следующему. Девчонки, вот сейчас ходил смывать тени, чтобы сделать другие. Следующие будем делать с вами сводчи. Я вам хочу сказать, что линеечка недаром заявлена суперустойчивая. Я сначала решил под струей смыть эти тени. Они, вода как будто, знаете, с гуся вода скатилась. То есть они реально, если... вы попадете под дождь, а он может быть и зимой в Казахстане, то я вас уверяю, тени эти будут держаться на глазах целый день. Даже если по какой-то причине вы будете плакать, они не смоются. Я их я уже намылил, и только с мылом при усилении вот таком давлении я их все-таки смыл. Ну что, вот такая вот линеечка Power Star. Я вам рекомендую, приобретайте. Следующие тени я просто, знаете, у меня заказали клиенты, я хотел бы вам показать. У нас есть четырехцветные тени для глаз. К сожалению, их очень мало оттенков в каталоге. Но есть очень ходовой. Это вот Mocha Latte. Вот сколько уже я лет занимаюсь. Вот они обновились, не знаю, лет года 3-4 уже. Эти тени у нас раньше были кругленькими вот такими, да, то теперь вот они вот выходят в прямоугольничках и в квадратиках. Вот, ну, в общем, они изменились, и изменилось очень сильно качество этих теней, они стали еще лучше. И вот это вот Mocha Latte, я вам хочу его показать, оно у меня есть в наличии. Или подождите. Шоколадный трюфель. Да, и вот она Mocha Latte. Почему-то она у меня в другой коробочке лежит. Вот, смотрите. Тем, кто не знает, очень часто сталкиваюсь с тем, что люди смотрят на вот эту нумерацию. Мне надо, говорит, вот этот номер теней. У нас в компании нумерация идет в каталоге. Это нумерация для заказа. А здесь они идут по названиям. Вот видите, Mocha Latte. Вот он, я вам галочкой выделил. Mocha Latte. Давайте посмотрим. Ну вот, в принципе, знаете, если смотреть в каталог и смотреть сюда, на живые, так скажем, тени, то да, в принципе, они очень хорошо схожи. Очень хорошо схожи. А вот второй оттеночек я заказал впервые. Я заказал вот такой вот оттеночек, шоколадный трюфель. А где он? Это... вот этот вот оттеночек, шоколадный трюфель. Сразу под Mocha Latte идет. Я его, кстати, раньше почему-то не замечал. Может быть, он недавно вышел. Но меня заинтересовал этот оттеночек. Я его хотел посмотреть вживую, потому что мне кажется, что он, как и Mocha Latte,
Очень, в принципе, интересно смотрится. Ну и, кстати, если тоже его сравнивать с каталогом, то вот как раз-то вот двоечка не похожа. Не похожа. Здесь она светлее, а здесь как будто темненько, да? Поэтому очень важно делать такие обзоры. Вот, ну что, будем двигаться дальше. Следующие тени, которые мы с вами будем рассматривать, это у нас будет тени линеечка Color Trend. Я ради эксперимента заказал их все, потому что мне показалось, что в принципе здесь такая вот очень интересная палитра. В отличие, если в этой линеечке много темных, то здесь вот как раз разные. Так, значит, давайте посмотрим. Сделаем сводчи на эти тени. Что у нас из этого выйдет. Так, смотрите сразу на коробочке. Хочу показать, что на коробочке, если на вот этих тенях, название оттенка у нас пишется вот здесь вот. И здесь сразу пишется срок годности, то есть дата выпуска. 26 августа 2020 год. Срок хранения 3 года у нас идет продукция, поэтому это наисвежайшие, так скажем, тени. Вот, а вот здесь на линеечке Color Trend, на тенях, название оттеночка пишется вот он, Blue Love. Blue Love это у нас первый оттеночек, влюбленный в небо. Так, сейчас я их тоже разложу по порядочку, чтобы было удобнее потом делать совмещение с каталогом. Так, Blue Love. Здесь у нас Bubble. Ой, прям как будто они у меня уже приготовлены были. Бронз и Плум. Все. Вот таким образом мы сейчас с вами их будем смотреть. Так, а по граммовке здесь получается, смотрите, тени идут 1,2 грамма, а эти идут 1,4 грамма. Но эти стоят 1800 тенге, а эти стоят 1200 тенге. Ой, вот такой прикольный маленький карандашечек. Ну и тут же смотрите, что оттеночек нарисован на конце, да. Вот, и здесь точилки нету, поэтому готовьтесь, что вам нужно будет, если вы будете заказывать такие тени, вам нужно будет и заказать точилочку. Очень даже интересно смотрится. Будем сейчас сравнивать с каталогом, конечно. Так, следующий у нас оттеночек, это настроение Брют. Чем-то он, кстати, был похож на предыдущем обзоре. Угу, да. Вот на предыдущем я делал. Тоже, кстати, очень были похожи. Прикольно. Но он такой очень светлый, поэтому плохо видно его. Но вот этот должен тоже быть интересный. Бронзовый шоколад. Мне надо уже пора приобретать профессиональную камеру, чтобы было лучше делать обзоры, да? Давайте посмотрим. Ой, прям у меня почему-то аж прям слюни потекли. Захотелось шоколадку. Но у меня конфетка есть. Я сейчас пойду точно конфетку запитоню. Так, вот такие вот. Ну вот кто прям любит светленький. Кстати, хороший оттеночек. Мне вот нравится. Так, и последний у нас лиловая карамель. Блин, такие названия, девчонки, жрать охота. Так, а что здесь? Я смазал. Я смазал, когда мазал. Я синенький смазал. Вот так вот бывает.
И так можно все попереломать. Вот, все, поправили. Поправил макияж. Двигаемся дальше. Последний оттеночек. Каталог закрывается. Из рук все валится. Господи, боже мой, я нервничаю. Давно не делал такой обзор. Так, с лиловая карамель. С лиловая карамель. Смотрим, как сводчи на сливовую карамель. Слушайте, ну, честно скажу, что те тени по качеству, что эти тени наносятся очень мягенькие, они не твердые. Знаете, такая легкая, что ли, кремовая текстура, что у тех, что у Power Style линейки, что у Color Trend. Я доволен. Я, главное, доволен, девчонки. Вы слышали? Главное, я доволен. Вот. Поэтому давайте сейчас с каталогом сравним. Конечно, уже и нет смысла сравнивать, потому что у вас теперь есть мои сводчи. Если вдруг вы захотите заказать, вы включите мой обзор, посмотрите и сравните. Но тем не менее, очень интересно. Итак, смотрите. Первый у нас оттеночек. Влюбленные в небо. Вот он. Согласны? Я тоже согласен. Настроение брюд. Ну вот, кстати, здесь вот не очень понятно. Вроде как смотрится так, а здесь вот на руке он симпатичнее. Так, бронзовый шоколад. Говорю то, что слюни текут. Сейчас пойду чай пить с шоколадкой. Бронзовый шоколад. Тоже, смотрите, здесь как будто он светлый такой шоколад, а на самом деле нет. Он довольно темный оттеночек. А вот лиловая карамель тютя в тютю, мне кажется. Или мне кажется. Напишите в комментарии, понравились ли вам эти оттеночки. И вообще напишите в комментарии, как вам такой вид. Вид обзора. Я его делаю не всегда, но у меня нет да нет. Они бывают. Вот. Конечно, девчонкам, блогерам проще делать такие обзоры. Они могут нанести на глаза и более четко сказать, насколько им что понравилось, что не понравилось. Ну вот еще вот таким образом покажу карандашики, чтобы вам было понятно. Но я буду стараться все равно делать такие обзоры, потому что сводчи, они нужны. Очень тяжело заказывать по каталогу. Сами убедились, что бывает несовместимость цветов с оригиналом. Вот. Ну, давайте сейчас тоже пойдем смывать эти тени. Я в этот раз камеру с собой возьму. Почему я не догадался так сделать сразу? Смотрите. Ну вот. Вы знаете, нет. Если сравнивать вот те тени, которые супер устойчивые, то они реально тяжелее с руки сходили. Эти все-таки быстрее сошли. Ну а так в целом они тоже довольно стойкие. Ну что, дорогие мои, вот такой вот получился обзор. Спасибо большое, что досмотрели его до конца. Пожалуйста, не судите меня строго, получился он у меня или нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мне реально очень сложно делать такие обзоры, но делать их нужно. И делать я их буду, потому что подобные обзоры у меня уже были на тональные крема, на помады. И девчонки были очень сильно мне благодарны. Надеюсь, что и в этот раз вам тоже обзор очень помог. Подводим итоги. Карандашики для теней мне, как парню, они понравились. Они не твердые, они такие кремовые, мягкие, легко наносятся, по крайней мере. Вы видели, я их легко нанес. Вот, Power Style стоит 1800 тенге. Они идут с точилочкой. У них, по-моему, 5 оттенков. Да, я заказал не все. И они очень стойкие. То есть я, когда смывал с руки сводчи, я еле их смыл. Вот эти карандашики, линеечки Color Trend, они 1200. Они в разы дешевле. Но почему они дешевле? Потому что у них исполнение немножечко другое.
нет точилки, то есть их нужно вам, имейте в виду, что вам нужно будет их точить. Сейчас, в принципе, точилки делают с двумя, да, отверстиями, как на маленькие карандашки, на тоненькие, так и на толстые. Поэтому эти карандаши смылись намного легче, чем Power Style. Но, тем не менее, когда вода попала на руку, я продержал несколько секунд, вы видели, они, в принципе, не смывались, пока я не начал рукой их растирать. Вот, поэтому хочу сказать про эти карандашки, что мне понравились и те, и те. Я клиентам буду смело рекламировать. Я вот эти карандаши первый раз заказываю. У меня их клиенты не заказывали. Теперь я уверен, что они будут заказывать. Ну и четырехцветные оттеночки. Хочу сказать, что ходовых оттенков очень мало. Вот мне нравится Mocha Latte. Его очень хорошо заказывают клиенты. А этот я увидел впервые в каталоге. Я его заказал и думаю, что в принципе он тоже довольно интересный. Ну что, на этом у меня все. Еще раз спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Напишите в комментарии, насколько вам оно понравилось и было полезным, чтобы мне понять, продолжать это делать дальше или нет. И до встречи в следующем видео. У меня все. Пока-пока. Пока.